Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 124-й день героического сопротивления Украины, украинского народа, украинских вооруженных сил и всего свободного цивилизованного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона. Вы можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по вайберу +3 80 67 63 46 130, а также можете звонить по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на YouTube-канал, смотрите нас там и не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Таким образом, все больше людей смогут увидеть наши новости и программы, которые касаются непосредственно временно оккупированного полуострова Крым. Я же этот блог хочу начать со срочных новостей. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попадание российской оккупационной ракеты в торговый центр Кременчуга, в результате которого погибло много людей. Об этом сообщил президент Украины в своем телеграм-канале. Я цитирую. Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более 1000 гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара. Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии, никакой стратегической ценности, лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах, надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно. Конец цитаты. Спикер командования воздушных сил Юрий Игнат рассказал украинским средствам массовой информации, что удар по Кременчугу Россия нанесла ракетой Х-22, выпущенной из дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска. Позже заместитель главы АП Кирилл Тимошенко сообщил, что уже известно о 2 погибших и 20 ранених. З нами сейчас на прямой связи Володимир Цибулько, народний депутат України 4-го скликання, письменник, перекладач, громадський діяч. Пане Володимире, вітаю вас, селям алейкум. Витаю. Хочу поздравить аудиторию канала с прошедшим днем флага крымско-татарского. Это такой, я видел этот клип, очень душевный, очень такой душещипательный. Так что, хоть и задним числом, но, Дякую. знаете, со стороны России ждать добрых новостей нам не приходится вообще. Мы их никогда и не ждали. Так что это событие в Кременчуге, оно из разряда вчерашней атаки по мирному Киеву. Чего добивается Путин и его фашистское окружение? Да, они просто демонстрируют бессилие, потому что на фронте они украинским войскам не могут ничего противопоставить. И они издеваются над мирным населением, над безоружными. Если самое позорное в этой войне, когда российские военные не могут воевать с украинскими, и они воюют с украинским мирным населением. Это дикость, которая вдвойне позорна. То, что офицеры и генералы российские не имеют никакой офицерской и генеральской чести, это просто банда вооруженных до зубов людей, которые ненавидят все живое. Это обстрелы на выходных Киева, продолжающиеся обстрелы Харькова, многих других городов, районов Украины, удар по Кременчугу, по торговому центру. Это просто обычный терроризм или это такая стратегия российских оккупантов? Как вам видится? Это очень напоминает во многом бомбардировки фашистской авиацией Лондона в 1940 году. Расчет Гитлера и теперь расчет Путина был на том, что мирное население просто начнет давить на политиков, чтобы капитулировать ради жизни. Но это выглядит странно, потому что ради жизни надо побеждать, а не капитулировать.
Украинцы уже капитулировали в 18 году, потом в 1933 году ели своих детей. И мы прекрасно видим, что творят в Мариуполе, что творят в Северодонецке, для того, чтобы находить какие-то компромиссы. Скорее всего, что вот такие удары, они только мобилизируют еще больше украинцев на войну. То есть это все же можно назвать такой стратегией террористического государства? Это абсолютно террор, это не война конвенциональная, это террор против безоружных. Там, где они человеку с оружием не могут ничего противопоставить, они убегают. А там, где они могут расстрелять безоружно, они стреляют. Вот это суть российской военщины. Это было в Афганистане. Вторжение в Афганистан стоило афганскому народу 1 миллион жизней. 1 миллион жизней. Хотя, говорят российские эксперты военные, что в Афганистане было потеряно около 15 тысяч жизней тогда советских солдат. Но ковровое бомбометание из вертолета по мирным селам афганским, они стоили жизни миллиона афганцев. Сейчас у Украины есть противовоздушная оборона, а Украина может что-то противопоставить. Но в этой ситуации просто странно, что цивилизованный мир еще не гонит составы с техникой, еще больше техники, еще больше денег, еще больше оружия в Украине. Потому что если сейчас Украина не будет этим всем обеспечена, придется через год-два придется воевать Польша, Германия и Франция, если Украина сейчас не выстоит. Ну вот вы упомянули Польшу, Германию и другие страны, которые являются членами Североатлантического альянса. Сегодня, знаете, в Мадриде проходит саммит НАТО, на котором выступил генсек Ян Столтенберг, и он сделал несколько важных заявлений. Во-первых, он сказал, что НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования с 40 тысяч человек до 300 тысяч. Также он сказал, что Альянс собирается увеличить количество учений в Грузии, а также он заявил, что Россию признали угрозой коллективной безопасности и что с Россией вести диалоги больше не о чем. О чем свидетельствуют такие заявления? Готовится ли Альянс к возможной конфронтации с Россией? Да. Альянс начал готовиться к возможным боевым действиям из России. По сути, вот эти последние заявления по Сувалскому коридору, они свидетельствуют о том, что Путин, проигрывая в Украине войну, хочет или втянуть максимальное количество стран в эту войну, или проиграть НАТО, но оправдаться тем, что против России весь мир. Россия... много политических экспертов говорят о том, что модернизация России возможна после военного поражения. Я не верю в модернизацию России. Единственный способ модернизировать Россию – это, создать на территории России 20-30 независимых государств. Я хочу сказать, что тюркские народы России, они, наверное, самые более подготовленные к государственности. Больше подготовлены, чем русские. У русских нет государственности, нет контура государственности. Они хотят поглощать национальные образования на территории России. Они давят на татар с целью русификации, на башкир. Но во всяком случае, вот сама Россия своего собственного национального государства пока не нарисовала для себя. И это один из вариантов спасения для России. Но как минимум конфедерация на месте путинского государства должна быть построена, даже не федерация, только конфедерация. И действительно вот эти лозунги путинские денацификации и демилитаризации должны относиться к России. Россия должна быть безъядерной, Россия должна быть расчленена в таком виде, как она есть, гиперцентрализированной империи России не должно быть. Она всегда будет угрожать соседям.
Но это означает, что вот нынешняя война, которую развязал Путин, с одной стороны, является таким шансом для реальной независимости ряда федеративных республик и тех стран, которые сегодня являются сателлитами РФ. Я вас правильно поняла? Ну, во-первых, это действительно дрейф от России, вот этого постсоветского конгломерата стран. Почему Путин так нервно рванул в вояж заграничный? Он собирается посетить сначала Таджикистан, а потом прибыть на саммит Каспийских стран в Туркменистан. А потом в Беларусь, кстати. Ну да, но после вот этой спича Токаева на Петербургском форуме стало ясно, что Путин слаб, и от Путина начинают отпочковываться вот эти его сателлиты, постсоветские такие автократии. Но на самом деле ведь вопрос даже не в том, чтобы отпочковались вот эти постсоветские республики, а вопрос в том, что, например, Татарстан или Башкортостан или Дагестан или Ичкерия, они же готовы к собственной государственности. Особенно тюркские народы. Вот Якутия, Дагестан, я уже вспоминал Татарстан и Башкортостан. Да. Это целиком состоявшееся государство. Просто у них нет границы, но надо думать, внешние границы, чтобы не быть вот такими анклавами, а быть нормальными государствами. Надо придумать схему, как они могут получать внешний доступ к внешним границам. Но я думаю, что вообще Путин затеял такую игру, которая не может не закончиться для него поражением. Ведь вопрос даже не в Украине. Вопрос в том, что он замахнулся на более-менее устоявшиеся правила игры. И эти правила, кстати, самой России предоставляли множество таких рычагов влияния. Ведь Россия, нет ни одного протокола о вступлении России в ООН, о предоставлении членства России в ООН. Да, ничего не говорится о правопреемничестве Советского Союза на Российскую Федерацию, верно, да? Да, вот это преемничество, но сама Российская Федерация, она же не член ООН была. Ей просто автоматически передали часть полномочий Советского Союза, особенно членство в Совбезе. Но ведь на членство в Совбезе должна была претендовать и Украина, которая добровольно сдала ядерное оружие. Почему об этом никто не говорит? Почему ядерное оружие, которое под давлением наших партнеров Украина передала России, теперь есть средства угрозы не только для Украины, но и для Польши, для Европы и для Соединенных Штатов? Пане Володимире, вот вы упомянули президента Казахстана Токаева. У меня тут вопрос такой возник. Как вы думаете, смог бы он сделать такие смелые заявления, если бы за ним не стоял Си Цзиньпинь? Ну или означает ли это то, что как раз за ним стоит Си Цзиньпинь, и поэтому он может делать такие заявления? Да, Си Цзиньпинь, кстати, очень четко продемонстрировал свою позицию, когда войска АДКБ были введены в Казахстан. По сути, там все функции полицейские исполнили именно российские войска. Поэтому Путин считал, что такая у него в кармане. Но через несколько дней после вот этого триумфа воли, так сказать, путинской, именно позиция Китая очень жестко напомнила Путину, что это другое государство, и рассчитывать на то, что там войска останутся надолго, не стоит. Мы помним, как эти войска как влетели в Казахстан, так и из Казахстана и улетели с не меньшей скоростью. Поэтому действительно, мне кажется, что
позиция Токаева – это проекция позиции Китая, потому что Китай экономически представлен просто огромнейшем сегменте казахской экономики. Больше, чем 50% казахской экономики сейчас завязано на Китай. Россия уходит в тень с этих территорий. И мне кажется, что мы же не видим, например, активности в узбекском направлении со стороны России. Там уже России осталось мало. В Казахстане России не так много. В Азербайджане почти не осталось России вообще. Хочу сказать, что Путин зашевелился, но и президент Турции Эрдоган не дремает. Сегодня была подписана трехсторонний договор о транзите транспортном между Казахстаном, Азербайджаном и Турцией. И это, я считаю, очень важный сигнал о том, что Тюрксой работает. Всемирная тюркская солидарность начинает притворяться в такие государственнические решения. Будем на это надеяться, потому что я, честно говоря, не очень верю в эту тюркскую историю, пока ряд стран тюркского мира будут продолжать оставаться сателлитами Российской Федерации. Вот когда мы можем говорить о реальной независимости тюркских стран, которые в том числе входят в ОДКБ, вот тогда, мне кажется, можно уже говорить об эффективности какой-либо дееспособности организации тюркских держав. Возможно, я ошибаюсь, но мне видится таким образом. Но в Тюрксой есть несколько очень интересных ключиков. Первый ключик то, что в Тюрксой входят представительства Татарстана, Башкортостана и российских регионов. Второе, что Тюрксой – это ключик к Китаю. Ведь уйгуры, которые под жесточайшим давлением китайской власти, тоже тюрки. И мусульмане, к тому же. И это такой серьезный ключик к тому, чтобы в определенный момент вот это тюркское глобальное сотрудничество вдруг стало не просто субъектным, а даже формировало определенные такие тренды международные. И вы знаете, даже, пан Володимир, вот мне сейчас какая мысль в голову пришла. Мне кажется, что вот лакмусовой бумажкой и вот том главным показателем, главным маркером того, что эти страны больше не являются сателлитами России, это Крым, вопрос Крыма и их позиция по Крыму. Жаль, что Токаев ничего не сказал про Крым, в то время как высказался по поводу квазиобразований ДНР и ЛНР. Может, то ли еще будет. И вот такой еще вопрос. Вы знаете, что на выходных прошел саммит G7, на котором лидеры обсудили возможные очередные санкции в отношении Российской Федерации. Там вроде договорились уже относительно эмбарго на золото из России. Что вы думаете по этому поводу? Насколько, по вашим наблюдениям, эта встреча прошла эффективно? Во что она выльется? Чего нам ожидать? Самое важное, кроме такой консолидированной позиции G7, мне было очень важно наблюдать отношения канцлера Шольца и президента Байдена. И вот это Вашингтонский пакт между Меркель и Байденом, он действительно развивается, и мы видим, как Германия трудно, но очень последовательно реализует соглашения, в свое время заключенные между бундесканцлером Меркель и президентом Байденом. Это очень важно. Как раз было какое-то ощущение того, настолько солидарно будут действовать Франция и Германия в рамках Большой Семерки. Оказалось, что Большая Семерка говорит в унисон, одним языком и оперирует едиными ценностями. Это очень важно. Украина получила там очень много внимания
Украина была звездой этого саммита. Просто мы благодарим все лидерам Большой Семерки за это. И я считаю, что вот это соглашение по новому пакету санкций, ограничение торговли золотом российским, это более чем ощутимый удар для России. Потому что по сути, торговля золотом – это вторая после углеводородов статья доходов бюджета российского. Китай давно потеснил Россию со второго места в торговле оружием. И я думаю, что после войны против Украины российское оружие будет проклято на всех рынках мира, поскольку это просто ржавое, криворуко сделанное железо, которое украинцы просто переплавляют в такие отходы сталеливарной промышленности, но на самом деле ведь вот эта солидарность Большой Семерки, она не просто солидарность, она, скажем так, сигнал Украине, но параллельно с этим произошел большой сигнал и Китаю для Тихоокеанского региона, потому что там фактически декларировано объединение Китая, Новой Зеландии, Австралии, Японии, США, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании в такой Тихоокеанский пакт. И этот пакт очень четкий сигнал Пекину не играть с огнем на Тайване. Ведь сколько экспертов говорят, что украинский сценарий это будет маркером, сигналом четким для дальнейших действий самого Китая в отношении Тайваня. Но надо понимать, насколько экономика Китая завязана на экономику США и насколько Тайвань самодостаточен в экономическом смысле. Ведь вот эта глобальная нехватка чипов, это как раз это рычаг влияния самого Тайваня на мировую экономику. Поэтому и Китаю сигнал очень четкий подан. Но самое главное, что солидарность с Украиной, это для нас ощущение вот такой солидарности, оно вдохновляет. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагу, что наше время, и подключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Володимир Цибулько був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 4-го скликання, письменник, перекладач, громадський дияч. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. На ваши экраны режиссера периодически выводят номер телефона и адрес нашего скайпа. Звоните, если вам есть что сказать. Задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Мы упомянули прошедший на выходных саммит лидеров G7, на котором также выступал президент Украины Владимир Зеленский, который призвал собравшихся на саммите мировых лидеров сделать все возможное, чтобы прекратить вторжение России в Украину уже в этом году. Два дипломата Европейского Союза сказали, что Зеленский в обращении к лидерам стран Большой Семерки сказал, что хочет прекратить войну до конца этого года, до наступления зимы. Лидеры G7 собрались в немецких Альпах. Зеленский обращался к ним за закрытыми дверями по видеосвязи. По его словам, война рискует пылать дальше. Зеленский призвал лидеров G7 приложить максимум усилий, чтобы закончить войну до конца года, в том числе путем ужесточения санкций против России, сообщил источник. А тем временем, по словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия не может признать, что не смогла победить Украину, поскольку это будет означать крах их государственности. Об этом он сказал в интервью Financial Times. Буданов сказал, что согласен с оценкой Запада, что российские силы деградировали и деморализованы, однако у него мало надежды, что это приведет к выводу войск из восточных и южных областей
новостей Украины. Цитирую: «Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это не будет крах системы, это будет крах государственности. Поэтому они будут бороться сколько смогут. Российская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода». Конец цитаты начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. На фоне этих заявлений много военных экспертов стали говорить о том, что Российская Федерация пытается сейчас втянуть войну и уже на официальном уровне втянуть в эту войну Беларусь, белорусские войска. И эту тему мы сейчас обсудим с Юрием Губаревичем, белорусским политическим и гражданским деятелем, головой Руху за свободу. Пане Юрию, витаем вас. Селям алейкум, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да, вот сейчас многие говорят о том, что Путин дожимает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот уже официально вступил в войну на стороне России против Украины. Что вы думаете по этому поводу? Какова вероятность того, что Александр Лукашенко пойдет на подобный шаг? И возможно ли вообще говорить о автономном принятии решений с его стороны? Скорее всего, нет. Говорить о таком автономном или самостоятельном принятии решений не приходится. Александр Лукашенко за все годы своего правления сделал многое, чтобы Беларусь утратила реальную независимость и суверенитет. Это завязка на Россию не только в экономическом и политическом плане, но и военном. И последние месяцы это использование нашей территории российскими войсками для осуществления ударов по Украине. Причем то, что происходит в последние дни, это такие демонстративные акты, когда самолеты, взлетая с российских аэродромов, занимают позиции в небе над Белоруссией и отправляют ракеты в сторону Украины. Это демонстративный акт, который свидетельствует о том, что никакой самостоятельности и даже возможности возразить у Александра Лукашенко не осталось. То есть фактически Беларусь участвует в этой войне на стороне России, хоть и официально об этом не заявила. Можно сказать на данный момент про использование нашей территории, можно сказать про ту инфраструктуру, которая также служит российским военным целям, особенно в первые дни войны. Это использование и коммуникаций, дорог, железных дорог, дозаправка военной техники. Но про участие солдат, личного состава Беларуси в войне говорить пока не приходится. Ну а Александр Лукашенко, как вы думаете, может пойти на этот шаг? Путин может его же дожать? Потому что такое ощущение, что он даже в этом вопросе сейчас пытается лавировать, как, впрочем, лавировал на протяжении последних 30 лет между Россией и Европейским Союзом. В данный момент у него не такая большая пространство для лавирования. И то есть поля для маневра у него не осталось практически. Союзами испорчены окончательно. Но, тем не менее, я думаю, что Александр Лукашенко выбирает из двух зол, оценивая перспективы сохранения своей личной власти в Беларуси. И тут угрозой для него не только то общество, которое заявило о непринятии дальнейшего правления Лукашенко во время последних президентских выборов, это было четко заявлено, но и Путин, который, как мы видим, может использовать любые методы для устранения Александра Лукашенко. И тут речь может идти не только про какие-то политические методы и оценки, хотя и этого будет достаточно, если Россия заявит, что поддержки белорусскому режиму больше нет. Я думаю, что дни этого режима будут сочтены. Поэтому может быть, конечно, любое решение, но главный фактор для Александра Лукашенко, кроме сохранения власти, это также сохранение собственной жизни. Он прекрасно понимает, что, став окончательно военным преступником, он не найдет убежища больше нигде на карте мира и придется отвечать за свои действия. Ну вот когда мы говорим про собственную власть, многие эксперты говорят о том, что в случае, если Александр Лукашенко пойдет на это, точнее официально уже объявит о вступлении в войны на стороне России и задействует свои войска, то дула автоматов могут повернуться в его сторону. Такая вероятность есть среди белорусских военнослужащих? Да, действительно, это один из тех существенных рисков, которые, я думаю, Лукашенко оценивает при возможном принятии подобного решения. Так как
настроения в обществе Беларуси не изменились. Они крайне негативные и по отношению к самому режиму, и по отношению к тем событиям, которые втягивает и, возможно, в большей степени втянет Александр Лукашенко Беларусь. И военные — это тоже часть белорусского общества. Они имеют семьи, они имеют родственников, которые потерпели от режима, попали под репрессии, были уволены с работы за свои политические взгляды. Я не думаю, что там существует какая-то большая любовь и желание умирать за интересы того человека, который называет себя президентом. Ну, украинцы на протяжении 124 дней широкомасштабного вторжения России против Украины увидели, что такое вторая, в кавычках, армия мира, что такое российские войска, которые оказались не теми, которые на протяжении 30 лет российская пропаганда озвучивала и рисовала эти легенды о непобедимой российской армии. А вот когда мы говорим про белорусскую армию, это какая армия? Насколько она боеспособная? Это порядка 40 тысяч военных, большинство из которых представляют это срочники, это не кадровые военные. Это армия, которая, ну, наверное, к счастью, но тут нужно констатировать факт, что за все годы независимости не участвовала ни в одном боевом конфликте, соответственно, не имеет боевого опыта. Это армия, которая базируется и имеет в распоряжении вооружение советского образца. Тут про какие-то серьезные современные технологии, наверное, кроме ракетных комплексов, это белорусские разработки, говорить не приходится. Поэтому главный фактор еще будет, конечно, моральное состояние, про которое было сказано. У нас в обществе нет понимания, зачем Беларусь должна втягиваться в эту войну. У нас общество не разделяет те цели, которые озвучивает Владимир Путин. Соответственно, желание идти воевать, умирать также не будет у военных. Кстати, да, вот расскажите подробнее по поводу реакции белорусского общества на то, что происходит сейчас в Украине, и на то, что Путин развязал эту кровавую войну против украинцев и против всего свободного мира. К примеру, смотрят ли белорусы на эту войну как на шанс обрести реальную независимость после победы Украины и поражения путинского режима, что будет означать напрямую поражением режима Александра Лукашенко? Да, действительно, ситуация тут очень многогранная, и можно много про это говорить. Источники получения информации, они ограничены сейчас для белорусов. В основном пытается работать российская и белорусская пропаганда, которая вторит буквально слово в слово то, что произносится в Кремле. Но, однако, особого влияния эти источники не имеют. Независимые каналы блокируются, объявляются экстремистскими. За чтение даже этих каналов люди преследуются, отправляются на сутки. Но реальное представление о событиях граждане Беларуси имеют. Поэтому не случайно вот в первые дни войны были достаточно серьезные массовые протесты, выход людей на улицы. И серьезность можно оценивать тем, что у нас 2 года уже продолжаются исключительные по своей силе репрессии, и даже за обозначение себя сторонником Украины, за то, что будешь носить стужки, ленты синего и желтого цветов, могут отправить на сутки как минимум. За то, что люди собирают, передают информацию о передвижении российских войск, их объявляют экстремистами, отправляют в тюрьму, заводят уголовные дела. И это все присутствует в Беларуси. Поэтому определенное сопротивление есть, поддержка есть. Хотя, конечно, мы прекрасно понимаем, что это те действия, которые происходят в режиме оккупации нашей страны. Да? Не было ни одного выстрела, но то, как себя ведут российские военные, то, как себе позволяет вести Путин по отношению к Беларуси, даже к Александру Лукашенко, показывает, что они эту территорию считают уже давно своей сферой влияния, где могут делать то, что посчитают нужным. Ну вот недавно в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщалось о том, что Российская Федерация может готовить некие провокации на территории Беларуси, чтобы создать так называемый казус белли и втянуть Александра Лукашенко уже официально в эту войну. Что вы думаете по поводу возможных провокаций?
Позитивный момент, наверное, в том, что про эти провокации становится заранее известно, про это говорится, и это, конечно, существенно усложнит их осуществление. Однако нельзя исключать, что что-то подобное может произойти, хотя общественное мнение уже к этому подготовлено, и даже если последуют какие-то взрывы или теракты, навряд ли это будет восприниматься как то, что сделано с территории Украины или украинцами. Тут все прекрасно понимают, кому это выгодно и кто за этим может стоять. Ну, хотя там уже мы видели сообщение, что Беларусь окапывается у границ с Украиной, в северной части границ Украины. И очевидно, что Александр Лукашенко все же к чему-то готовится. И вместе с этим, вот что вас хотела спросить, недавно ж Путин к вам собирается туда, в Беларусь, там форум будут проводить, встречаться с Александром Лукашенко, который недавно к нему приезжал, с которым они разговаривали там в Петербурге за закрытыми дверями. Что может означать этот визит? Ведь, если я не ошибаюсь, за последние 3 года впервые Путин в этих условиях едет в Беларусь. Действительно собирался, но не приедет. Так. Эта встреча и форум планируется на конец месяца, но вот это экстренное мероприятие, 3-дневная встреча Лукашенко-Путина в Петербурге, в других местах, и последующие за этим авиационные удары, наверное, это тоже можно связывать. После этого было принято решение, что Путин не приезжает, участвует в онлайн-формате. То место, где планируется провести этот форум, это Гродно. Город в 30 километрах буквально от границы со странами НАТО, как с Литвой, так и с Польшей. И еще один характерный момент, что это как раз та точка, откуда может планироваться прорыв по так называемому Сувалковскому коридору. Вот это очередная проблема, которая сейчас обсуждается в белорусском обществе. И, наверное, и не только. Это уже региональная проблема может быть и шире. Решение Литвы ограничить транзит санкционных товаров на территорию Калининграда с Россией и обратно. И та достаточно сильная, громкая реакция, которая последовала из Кремля, пока она ограничивается заявлениями, но в том числе эти заявления содержат угрозы военного вторжения на территорию Литвы и Польши, если подобное решение не будет изменено. Что вы думаете по поводу вероятной широкомасштабной войны России против Альянса в случае, если она решится на какие-то провокационные действия в отношении Литвы, которая является членом этого Альянса? Можно сказать одним словом, что не потянет это Россия. Их бравурное заявление про взятие Киева в течение 2-3 дней, они разбились о существующую реальность. И те усилия, которые они предпринимают для оккупации территории Украины, они явно не соответствуют их желаниям и планам, озвученным еще в самом начале войны. Поэтому тягаться с НАТО они не смогут. Но, тем не менее, подобное заявление – это прощупывание также реакции стран НАТО, насколько они готовы противостоять вот этой агрессии, насколько они могут консолидироваться и дать отпор Кремлю, ну, по крайней мере, на территории Украины, про что тоже много было деклараций, много заявлений о поддержке и помощи, в том числе и военной, однако за этими громкими заявлениями, к сожалению, очень мало реальных действий. И, пане Юрию, последний вопрос. Вопрос того, что мы с вами начинали нашу беседу. Если предположить, что Александр Лукашенко уже официально вступает в войну на стороне России против Украины, как вы думаете, как отреагирует белорусский народ? Встанет ли? И это будет какая-то акция, митинги в виде ненасильственного сопротивления или может перерасти в какие-то более серьезные радикальные меры и последствия? Действительно, такое развитие событий вызовет массовый протест, так как уже было сказано, белорусы не желают умирать за чужие интересы, отправлять туда своих сыновей, в эту мясорубку. И какая может быть реакция скорее режима и Кремля? Это подавление, в том числе и с использованием оружия, расстрелы этих мирных демонстраций. Мы это все прекрасно понимаем, так как видим, что
оба диктаторских режима не остановятся ни перед чем в желании достичь своей цели и удержать свою власть. Дякую вам дуже, пане Юрію. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Юрій Губаревич был с нами на прямой связи. Белорусский політичний громадський діяч, голова руху «За свободу». А мы продолжаем наш эфир и пока ждем соединения следующего гостя. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также по Скайпу, адрес которого на экраны периодически выводят режиссеры. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если не успели посмотреть в прямом эфире нас, смотрите на нашем YouTube-канале, заходите и не забывайте обязательно ставить лайки. Из последних новостей: российские оккупанты сегодня также обстреляли Харьков. Погибло 3 человека, как стало известно из уст советницы главы ОВА Натальи Поповой, которая об этом сообщила на своей странице Facebook. Она сказала следующее: россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке. По информации областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов 3 пострадавших гражданских. Информация обновляется. Власти просят не игнорировать сигналы тревоги. Также, как известно, сегодня российские оккупанты ракетами ударили по торговому центру в Кременчуге. Президент Украины Владимир Зеленский, как мы сказали выше, отреагировал на попадание российской ракеты в ТРЦ, в результате которого погибли многие. Президент сказал, что оккупанты ударили по торговому центру, где было более 1000 гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, и количество жертв невозможно даже вообразить, сообщил президент Украины. Эти и другие вопросы обсудим с полковником контррозвідку у запасі Михайлою Притулою, який зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Салям алейкум. Салям алейкум ассалям. Пане Михайло, наверняка вы также видели последние новости с Кременчуга. Что скажете, можно ли это назвать тактикой, стратегией оккупантов? Что это? Это стратегия и тактика террористов. Угу. Это просто та логика, которую применяют террористы, которые хотят просто запугать гражданское, мирное население, для того, чтобы на поле боя они сделать ничего не могут, но вот действуют так, чтобы запугать именно мирное население. Больше ничего. Это логика именно террористов. И террористы, как всегда, хотят от всего мира чего-нибудь: власти, признания, денег, территориальных уступок, чего угодно, поклонения. А весь мир в ответ хочет от них только одного: чтобы эти террористы подохли. Но мы видим, как в последнее время с высокой интенсивностью российские оккупанты обстреливают Украину ракетами. Различные города на выходных. Вот Киев обстреляли гражданских, снова обстреляли дома гражданских людей. Вот сейчас обстреливают Кременчуг и многие другие районы и города Украины. И ряд военных экспертов предположили, что таким образом Россия мстит в первую очередь нам и западным партнерам, которые в последнее время очень активно нам передают системы РСЗО, о которых мы говорили уже на протяжении последних нескольких месяцев. И мы знаем, что сейчас на фронте уже активно работают предоставленные нам «Химарсы». Как вы думаете, это так? Россия за это, может, нам мстит? Пытается. У них есть как бы вот таких вот людей, как Путин, да, то есть вот тех, кто применяет логику террористов, у них есть понимание, что нужно показывать, обращать на себя внимание, наказывать слабых, то есть туда наносить удары, где они им не могут ответить. На поле боя они проявить себя не могут. Они не могут поспорить с хаймарсами, они не могут поспорить с доблестью украинских вооруженных сил. Поэтому они бьют именно по гражданским объектам, по слабым. И они это делают, ну вот как, допустим,
мы можем там по фильмам представить себе, то есть захватили заложников, да, и там выдвигают какие-то требования. И начинают пытать, там, издеваться над каким-то одним из заложников. Вот сейчас они применяют ту же самую логику, нанося удар по гражданским объектам, нанося удар по цивильным объектам. При этом украинские вооруженные силы просто планово выполняют свою работу, проявляют героизм и уничтожают противника тем оружием, которое у него есть. Естественно, что террорист, он очень сильно возмущен тем, что по нему применяют серьезное оружие, и начинает более агрессивно применять оружие в отношении заложников, то есть мирного населения, по которому он может применить оружие, то есть по мирным домам, по заводам, по торгово-развлекательным центрам, по гражданской инфраструктуре. Вот это их просто такая простая логика банальных, примитивных террористов. Вот то, что они делают. Ну, а в ответ они дождутся своей ракеты, в конце концов. Рано или поздно. Сегодня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Россия не может признать, что не смогла победить Украину, поскольку это будет означать крах ее государственности, и поэтому она пойдет до конца. А вот что значит «пойдет до конца», и согласны ли вы, в первую очередь, с таким заявлением? Я абсолютно согласен с логикой Кирилла Буданова, потому что одна школа, мы одинаково профессионалы в этом вопросе. Вот. И в данном случае, что значит «пойдет до конца»? Да. Россия будет расширять, то есть есть горизонтальное расширение сферы влияния, то есть сферы конфликта. Она будет стараться расширить его туда, куда ее могут допустить. И вертикально. То есть вертикально это значит усиливая, скажем так, потенциал средств поражения. Именно в той степени, в которой она может. То есть те возможности, которые у нее есть и которые она еще не применяла. Поэтому вот идет такая риторика воинственная, допустим, собираются два блогера, там Путин и Лукашенко, и для своих подписчиков делают пресс-конференцию, в которой рассказывают, что вот они будут защищать свою великую родину от Бреста до Владивостока, и, видимо, они уже что-то там придумали, и будут Белоруссию насыщать средствами ракетными системами, в том числе, которые могут нести ядерное оружие. То есть они уже начинают эскалацию этого конфликта на другие территории и, соответственно, на более мощные средства поражения, которые у них в арсенале имеются. Именно поэтому сегодня летают там их российские самолеты где-то севернее Скандинавии, летают в районе Балтийского моря, Эстонии. То есть вот это расширение конфликта на те зоны, которых они еще могут попытаться сунуться. В Украине они отгребли, они уже не могут сделать ничего, они могут только отступать и откатываться назад. Вот. А вот расширяться в другие зоны они могут, то есть по горизонтали и по вертикали, как говорят эксперты. Вот эти все сценарии, они уже проигрывались. То есть вот есть, допустим, при штаб-квартире НАТО, при президенте Соединенных Штатов, есть так называемые ситуационные комнаты. То есть это такая комната, в которой выводится масса информации, сидят лица, принимающие решения, и они на основе различных вариантов, или там могут быть различные команды, они обыгрывают эти ситуации. Вот эти все ситуации, они обыгрывались еще в 2016 году, в том числе с применением, как Россия называет, нестратегического ядерного оружия, в 2019 году в НАТО. То есть эти все ситуации уже проигрывались. И все ходы России, они более-менее понятны, потому что она будет делать то, что она способна делать. И чем больше она поражения получает на полях боя в Украине, тем больше она будет стараться нанести урон и Европе, и странам Балтии. То есть в принципе, на этапе «а король-то голый» Россия может применить тактическое ядерное оружие? Но они это называют не стратегическое ядерное оружие, вот так, да, тактическое ядерное. Но для всего мира это будет в любом случае применение ядерного оружия. И этот потенциал, в принципе, рассматривался уже нашими западными партнерами. И я думаю, что все вооруженные силы стран НАТО, они готовы к этому.
Я не думаю, что Путин будет применять ядерное оружие по территории Украины, но теоретически это возможно, и вот к этому сценарию западные партнеры тоже готовы. То есть, насколько мне известно. Ну а что касается Литвы, Финляндии, мы видим, как Россия сейчас проводит учения с имитацией ракетных ударов по Финляндии. Они продолжают угрожать Литве за якобы блокаду Калининграда. Может ли этот конфликт перерасти на более широкомасштабный с участием стран Североатлантического альянса? Вот конфликты, они не перерастают сами по себе. Их кто-то развивает. То есть такая наука конфликтология. И эти конфликты кто-то их развивает, старается их развить. И вот этот конфликт, он не имеет как бы сам по себе, он не возникает. То есть какое-то государство, в данном случае государство-спонсор терроризма, это уже официально признано, оно начинает развивать этот конфликт уже вот на территории стран Балтии, вот возле территории стран Балтии. Понимая, что как бы, страны Балтии — это сравнительно легкий как бы, кусок для них, якобы, вот они начинают там развивать эту ситуацию конфликта. Перерастет ли это в конкретный конфликт? Я думаю, что попытка будет. Но попытка будет не со стороны России, а попытка будет со стороны Белоруссии. Да? То есть, потому что там есть Сувальский перевал, перешеек, который соединяет Польшу с Литвой. Это 65 километров всего-навсего. И эта же дорога, она как бы трасса на Калининград, то есть на Кёнигсберг, время аренды которого в России уже окончилось. Но вот там конфликт они будут стараться развить, и скорее всего, что Россия будет пытаться развить этот конфликт руками белорусов, а не своими руками. Если мы внимательно послушаем, опять же, того же Лукашенко, то он подталкивает свой народ именно к участию в войне или делает вид, что он это делает. То есть вот эту зону конфликта они будут стараться развить. Это не значит, что там будет этот конфликт все-таки разовьет, он перейдет в горячую фазу, но вот какое-то движение там они будут делать. Ну, будем следить за развитием событий. Спасибо вам большое, пане Михайло, что нашли время и подключились к нам в эфир. Слава Украине! Героям слава! Михайло Притула, полковник контррозвідки у запасі, був з нами на прямому зв'язку. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас переходим на информационную программу «Заман». Наши журналисты подготовили для вас самые последние актуальные новости, которые расскажут на украинском языке. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Традиционно с нами в этой студии будет председатель Меджлиса крымстарского народа Рифат Чубайров, с которым мы будем говорить на родном крымско-татарском. Не пропустите. Крушкенчик.